Доброго времени суток, уважаемые зрители. В студии программы «Медиалогия» сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Анатолий Денисович Кривошапкин и ведущий Кирилл Алексеев. Здравствуйте, Анатолий Денисович. Добрый день. Давайте, пожалуй, начнем с главного события, политического события этого года, выборов 14 сентября. Нынешняя избирательная кампания, наверное, особая, поскольку прямое волеизъявление граждан республики в отношении первого лица у нас сколько лет? 12 лет у нас эта процедура заменялась другими процедурами по приведению к власти. Ну и, собственно говоря, на этих выборах впервые применяется так называемый муниципальный фильтр. Давайте, может быть, в двух словах об этом и как сейчас, на какой стадии выборы, как кандидаты подали свои документы, Анатолий Денисович. Ну, действительно, мы отвыкли немножко от прямых выборов главы республики, но сейчас, в соответствии с законом, эту норму вернули. 14 сентября будут, кроме выборов главы Республики Саха-Якутия, выборы народных депутатов, дополнительные выборы народных депутатов Республики по Сунтарскому и Верхнеуральско-Горному избирательному округу, выборы 3 глав муниципальных районов, одного Житая городского округа выборы будут, 3 представительных органов района, 7 глав поселений и дополнительные выборы. В общем, выборы разноуровневые будут. Но, конечно, главный выбор – это выборы главы республики. Вот 30-го закончился срок внесения документов на регистрацию кандидатами на должность главы республики. Из 7 кандидатов, которые были выдвинуты, все 7 кандидатов документы сдали. И, соответственно, законы в течение 10 дней Центральная избирательная комиссия будет проверять представленные документы, потом примет решение о регистрации выдвинутых кандидатов или об отказе. Первым сдал документы Эрнст Борисович Березкин, поэтому мы 3 августа, это воскресенье, будем регистрировать его, принимать решение о регистрации Березкина Эрнста Борисовича. Это первый. Потом 7 числа Егора Афанасьевича регистрации вопрос, а 8 числа остальных кандидатов. Так называемый муниципальный фильтр впервые применяется по всей России, и у нас мы тоже впервые. Кандидаты должны собрать не менее 272 подписей депутатов и глав муниципальных образований. Из них еще не менее 37 должны быть подписи депутатов представительных органов муниципальных районов, городских округов и глав муниципальных районов и городских округов. Из 4 парламентских партий у нас 3 выдвинули своих кандидатов. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ. А «Справедливая Россия» решила на этот выбор не принимать участие, поэтому своего кандидата они не имеют. Но остальные – это Трудовая партия, партия Зеленых, партия пенсионеров. Они выдвинули кандидатов, они тоже собрали свои подписи, свою поддержку. Ну, конечно, как и всегда, при сборе подписей у них есть недоработки, которые есть замечания. По ним мы как раз и работаем. Это дается вдруг при обнаружении двойных подписей. Дело в том, что согласно закону каждый депутат или глава, который дал подпись за того или иного кандидата, он не имеет права давать. Делать это второй раз. Да? Да. Согласно закону приниматься будет та подпись, которая была ранее дана. Вот это мы работу проводим. Вот по двойникам то же самое. Скажите, Анатолий Денисович, есть ли какие-то, скажем, жалобы или претензии? Это всегда любой работе это есть, когда человек недоволен чем-то. Мы заявление это рассматриваем сразу на месте. И это когда считают, что документ неправильно оформлен, или мы приняли неправильное решение, мы на них и отвечаем в присутствии самого заявителя.
Пока таких, которые досудебное дело еще у нас нет. Какую вы ожидаете, может быть, явку? Вот в этой части впервые у нас есть норма, за последние 10 лет есть норма досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий. В этой части мы разъяснительную работу проводим. И за 10 дней любой гражданин, который по тем или иным причинам будет отсутствовать по месту постоянного проживания, будет иметь возможность досрочно проголосовать. Гражданин должен это свое право реализовать по закону, то есть за 3 дня написать заявление. Так, кроме этого, мы еще работу проводим по досрочному голосованию отдаленно труднодоступных местностях. Я думаю, что выборы главы республики – это важнейшее политическое событие нашей республики. Граждане это осознают, поэтому будет активно принимать. Ну и наша организационная работа и та работа, про которую я говорил, обеспечит более высокую явку по сравнению с другими выборами. Ну так, я думаю, что более 50% той республики будет. Почему 50%, если раньше мы 70% брали? Потому что это период отпусков, да, время, да, не совсем удачное время. Человек по своим делам, район, за границу выезжает, отдыхать. Коротко о выборах в другие уровни. Вот по 2 округам до выборы в Илтумен и выборы глав нескольких. Ну, по выборам народных депутатов республики дополнительных выборов, это по Сунтары, Верхнеуглевскому горному избирательным округам, уже выдвижение закончилось, и точно так же они к 8 августа закончат регистрацию. В настоящее время по Сунтарскому избирательному округу 5 кандидатов выдвинуто, и по Верхнеуглевскому горному избирательному округу 9 кандидатов. Из них сколько будет зарегистрировано, это будет решать окружные избирательные комиссии на местах. Эта работа проводится. По выборам, муниципальным выборам всех уровней, это будет представление документов до 4 августа. Поэтому кандидаты, они еще могут работу, заключительную работу сейчас проводят. Ну и по выборам главы республики все-таки вы прогнозируете, что они пройдут в один тур или понадобится второй для определения победителя? В соответствии с расходов на проведение выборов предусмотрели расходы и на проведение повторного голосования. Кандидаты на выборы главы республики Саха-Якутия выдвинулись достаточно известные люди. Но вместе с тем есть, и как обычно в любой гонке, есть лидеры, есть аутсайдеры. Думаю, что выборы пройдут в один тур. Спасибо, Анатолий Денисович, за ваше компетентное мнение. Я напомню, что в студии программы «Медиалогия» был председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Анатолий Денисович Кривошапкин и ведущий Кирилл Алексеев. До встречи.